Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить в формате открытого диалога вопросы, связанные с перспективами и новыми направлениями развития республиканского парламента, о роли парламента в современном обществе. Мы также предлагаем вам поделиться своим видением, своими планами на будущее, где бы вы хотели жить и работать. Нам очень интересно услышать ваше мнение. Мы рассчитываем на то, что сегодня у нас будет очень хорошая беседа, что вы все будете активно принимать участие в сегодняшней нашей встрече. Как вы знаете, 2019 год прошел у нас под знаком 25-летия Государственного собрания Ил-Тумен. Он был юбилейный. Об итогах деятельности в этом году нам расскажет спикер парламента Петр Васильевич Гоголев. Далее мы приступим к нашей беседе, и в ходе нашей встречи мы проведем короткий опрос. Так, и вначале я хотела еще добавить, что самому активному участнику мы сегодня поощрим и отметим в конце нашей встречи. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире в Инстаграм на странице Ил-Тумена. Вы также можете подписаться на наш канал и можете вести свой собственный прямой эфир с хэштегом «Открытый парламент Ил-Тумен». К слову, Петр Васильевич ведет свою личную страницу, сам лично делает посты. Вы можете также подписаться на его аккаунт, и задавать напрямую вопросы Петру Васильевичу. Но я хочу заметить, добрый день, эта страница неофициальная. Не имеется в виду, что это страничка председателя парламента. Это личная страничка, на которой я делюсь с вами своими впечатлениями и эмоциями. Я очень рад, если вы последуете совету Туяры и подпишитесь на мою страничку. Спасибо. Так, сейчас мы приступаем к нашему опросу. Я хочу попросить заместителя руководителя аппарата Госсобрания, начальника информационно-аналитического управления Василия Сергеевича Миронова показать и рассказать нам, как это работает. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые народные депутаты, уважаемые гости нашего мероприятия. Онлайн-сервис mentimeter.com, наверняка многие из вас уже с ним сталкивались. Это сервис для проведения онлайн-опросов в режиме реального времени, когда с помощью смартфонов аудитория может сразу же отвечать на вопросы, и все видят итог опроса сразу же на экранах. Это используется и в учебных целях сейчас, в различных семинарах и так далее. И сейчас просим взять смартфоны свои, в браузерах смартфонов ввести адрес menti.com, и вы попадаете на страницу онлайн-сервиса. Там вас попросят ввести код шестизначный. И просим зайти на эту страничку и ввести код, который указан на экранах. Это 85 59 41. Без пробелов вводите шестизначный код. И сразу же у вас, после того, как вы введете код, появится возможность ответить на первый вопрос онлайн-опроса. В данном случае это парламент это. И здесь вы вводите ваши ассоциации, что для вас парламент, с чем он у вас ассоциируется. И можете ввести до 3 вариантов ответов. Затем вы можете неоднократно отвечать, можете второй раз 3 варианта ответа ввести. Если вы видите, допустим, на экране уже те ответы, которые другие участники вводили, вы можете, если с этим согласны, еще ввести этот вариант и опять же ответить, и получается, как бы вы за него проголосовали, своеобразно. И наиболее популярные теги, ответы, они будут в центре экрана и наибольшим размером появляться. Спасибо. Мы сейчас наблюдаем, как формируется облако ответов, и в центр у нас выходит слово «закон». Так, депутат. Так, продолжаем. Народ. Очень интересные ответы.
Мне не видно. Контроль, законопроекты, Илтумен, собрание, представитель народа, орган власти, Гоголев, контроль, Якутия, власть, солнце. Есть такой вариант. Очень интересно. Обсуждение. Ну, закон у нас выходит прямо в центр, самый популярный вариант. Так, ну еще немножко подождем. Народ, собрание. Отлично, спасибо, коллеги. Спасибо. Да, ну вот у нас остается, значит, закон, народ, собрание, Гоголев, орган власти, контроль, депутат, власть, законы, законодательное собрание. Спасибо. Может быть, кто-нибудь хочет поделиться своим мнением из участников? Для кого парламент — это что? Ну, давайте начнем, наверное, с центра. Есть? Вот, молодой человек. Отлично. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы? Здравствуйте, Петр Васильевич. Здравствуйте, уважаемые участники данной дискуссионной площадки. Меня зовут Дмитрий Кобяков. Я член актива молодежного парламента при Госсобрании Илтумен. И для меня, в первую очередь, парламент — это не только законодательная власть, да, не только государственный орган. В первую очередь, это и вправду открытый орган, который формирует будущее нашей республики в рамках закона и который будет развивать и в дальнейшем нашу республику. И с каждым годом я вижу, как наш парламент и вправду становится более открытым. Мы видим ее работу напрямую, и это, безусловно, очень сильно радует. Спасибо, Дмитрий. Еще у кого-нибудь есть мнение? Пожалуйста, активнее принимаем участие. Нам очень важно услышать ваше мнение. Хорошо, ну, видимо, еще пока не разогрелись, да? Петр Васильевич, может, как бы вы ответили на этот вопрос? Парламент — это? Есть там, да? Вот молодой человек в том ряду руку поднимает. Угу. Представьтесь, пожалуйста. Всем добрый день, меня зовут Корнилов Айсен, я сегодня представляю ППО СВФУ. Для меня парламент — это, во-первых, партии, которые защищают определенные идеи, интересы и свой электорат в основном степени. Спасибо. Спасибо за ваш ответ. Петр Васильевич. Я очень рад тому, что Дмитрий сейчас сказал. Молодежный парламент действительно становится очень активной площадкой сегодня. Я рад тому, что молодые люди имеют четкие ассоциации с понятием парламент. Для меня, конечно, важно, я хотел бы, несколько пространно может получиться, да, если вы, то я дадите мне 2 минуты, я попробую сформулировать. В Конституции Российской Федерации есть очень хорошая формулировка. Это в преамбуле, то есть это дверь в Конституцию, и там есть такая формулировка. Мы соединенные общей судьбой на своей земле. Вот эта формулировка обозначает, характеризует народ, многонациональный народ Российской Федерации, и говорит так: соединенные общей судьбой на своей земле. Если мы возьмем и масштабируем это на Республику Саха-Якутия, вы представляете, да, это 3 миллиона 84 тысячи квадратных километров со своим населением. Если мы это масштабируем, суть не изменится. Суть не изменится, и получится таким образом, что население Республики Саха-Якутия, соединенное общей судьбой на своей земле. И отсюда как раз идет формирование парламента. Значит, прежде всего, парламент – это представительный орган. Именно представительство народа, народное представительство, дает ему право творить законы и контролировать исполнительную власть. Таким образом, для меня, прежде всего, это высший представительный орган государственной власти. И доверие, которое народ
доверием, который облекает народ парламент, это высшая ответственность. И мы понимаем в парламенте вот эту ответственность, и именно это движет нами. Поэтому парламент для меня это представительная власть. Спасибо, Петр Васильевич. Действительно, за 25-летнюю историю проделана огромная работа по созданию и совершенствованию нормативно-правового поля республики. И очень отрадно, что наши будущие коллеги активно интересуются судьбой нашей родной республики. Сегодня мы говорим о деятельности парламента в юбилейный год, какие мероприятия были проведены в этом году, какие приоритетные направления и задачи мы ставим в будущем. Я бы попросила Петра Васильевича выступить. Сегодня у нас встреча без галстуков, но я вижу, что мои коллеги все в галстуках. Это, конечно, немножко формат встречи меняет. Я приветствую Юрия Михайловича, который сразу среагировал на это, и Владимир Михайлович. Коллеги, мы должны, наверное, дать знак своим молодым коллегам и показать, что мы сегодня открыты и хотим поговорить о том, что ждет парламент и как вы видите этот парламент. Сегодня Туяра попросила меня рассказать о 25-летии парламента. Действительно, сегодня действует 6-й созыв. 6 созывов парламент республики служит своему народу. 6 созывов парламент создает законы. Более 2500 законов в республике Саха-Якутия принято. Они прошли очень много этапов обсуждения. Многие из них инициированы самими депутатами, многие инициированы правительством, главой республики. Но они все направлены на интересы населения. Я убежден, что за 25 лет работы парламента не было случая, когда какие-либо интересы, либо структур коммерческих, либо политических каких-то институтов, идеологически чуждых нам, могли стать основой, их идея стать основой закона. Нет, вы сами знаете, что до сих пор мы обсуждаем законы, и некоторые обсуждения выливаются в социальные сети, и вы все за этим следите и делаете свои оценки. Правильно поступает парламент, либо неправильно. Есть много полярных точек зрения. Сегодня парламент – это живой организм, который обсуждает и принимает решения. Бывает остро, но так и должен действовать парламент. Я хочу обратить ваше внимание на инфографику, которая перед вами. Это итоги работы за год. Только за 1 год работы инициировано от законов 89 законов инициированы народными депутатами. 23 глава республики внес и 52 правительства республики. 60% законов сегодня инициируются народными депутатами. В прошлом году это было 38%. Надо сказать, поблагодарить моих коллег за то, что они активны и продолжают эту работу. Мы провели серьезные мониторинговые работы, когда посмотрели, что в других субъектах есть лучшие образцы, чем в законодательстве республики. Мы смогли их адаптировать и продолжаем адаптировать, брать лучшее и вплетать в ткань нашего республиканского законодательства эти модели. Они будут служить нам. Сегодня глава республики поставил перед нами задачу о том, что мы еще больше должны реализовать не больше, а законов, которые направлены на защиту несовершеннолетних граждан. Вы знаете о тех вредных веществах, которые сегодня живо обсуждаются и в интернет-сообществе, и которые мы сегодня должны поставить законодательный заслон, поскольку в Российской Федерации пока таких решений не принимается. Мы должны здесь создать такие заслоны, которые пойдут уже на федеральный уровень. Вы видите, что мы проводим мероприятия. Есть разные подходы. Мы, видите, как много общаемся с правительством. 40 правительственных часов провели. Безусловно, это большой объем работы, выполняемый парламентариями.
выполняем постоянными комитетами. Есть разные точки зрения, и в том числе в самом парламенте. Есть точка зрения, что 40 – это много. Есть точка зрения о том, что в таком интенсивном ритме, который сегодня правительство и глава республики задают, мы должны быть в курсе актуальной информации и должны быть наравне с правительством и с главой республики отвечать на вызовы времени. Если мы не сможем быть в ритме в этом, парламент отстанет. Мы не сможем формировать повестку в республике, не сможем участвовать в формировании повестки на федеральном уровне. Значит, мы должны вместе, органы власти республики, все в одном ритме должны действовать. Для этого мы должны обладать информацией четкой, понятной, детальной, объемной, содержательной, наравне с правительством республики. Это дает только правительственный час. Мы инициируем на федеральном уровне законодательные инициативы, вносим, поддерживаем проекты федеральных законов, которые внесены. Мы поддерживаем наших коллег других субъектов Российской Федерации по наиболее типичным проблемам для всей Российской Федерации. Наш парламент активно участвует в мероприятиях, которые имеют федеральное значение. Вы видите, что мы... Это уже другой, да? Это уже наши каналы. Можно вернуть? Есть возможность вернуть тот... Нет, не это. А где наши каналы? Вот Кобяков Дима сегодня сказал, да, очень хорошо. Сказал, что парламент становится открытым. И если... Вот как раз это формы открытости парламента. Мы в этом году провели первую республиканскую интеллектуальную игру «Модель Илтумен», участников которого здесь присутствует. Поднимите руку, кто участвовал в этой игре. Вот это молодые люди, молодые граждане, которые очень активно, живо и, самое главное, четко понимают, чем должен заниматься парламент. И вот как раз одна из каналов, которые мы создаем для представительства их интересов, вот как раз на этой страничке. И открытый парламент, который мы сегодня ведем, и заседание Совета представительных органов, Ассамблея депутатов коренных малочисленных народов, Общественно-консультативный совет, молодежный парламент. Это разные каналы создания открытости. Вот мы знаем, что есть умудренные опытом наши старшие товарищи, старшее поколение. Как они могут влиять на парламент, если они сегодня в основном находятся на пенсии, либо на заслуженном отдыхе. Для этого как раз создаются такие органы, как общественно-консультативные советы. И как раз через своих близких по духу, по идеям людей, они как раз и воздействуют на парламент. Молодежь республики как может влиять на парламент республики? Молодежный парламент создает площадку для того, чтобы обсудить. 7 законодательных предложений молодежный парламент уже внес в Государственное собрание Илтумен, которые мы должны обсуждать. То же самое Ассамблея депутатов представительных органов коренных малочисленных народов Севера. Это тоже канал связи, который сегодня показывает свою эффективность. Мы работаем с УЛУСом, мы создаем муниципальный час, час эксперт. Все это площадки, на которые создают открытость. Мы побывали в 18 районах. Это считая те районы, которые вот мы вчера вернулись. И прекрасно, когда в районах, УЛУСах люди с нами делятся своими радостями, ставят перед нами проблемы и говорят, что нужно те или иные вопросы решить. Я очень рад и приветствую коллег, которые вместе со мной участвуют в делегациях и ездят по УЛУСам районам в рабочем режиме. Мы ездим не для того, чтобы участвовать в каких-либо торжественных мероприятиях. Мы едем туда работать, посмотреть, в каком состоянии школа после наводнения, что сделано для того, чтобы качество жизни в этом селе изменилось после того, как такое стихийное бедствие случилось. Что сделано, почему не сделано? Вот эти вопросы, ответы на них мы ищем, бывая в УЛУСах районах. Еще раз хочу поблагодарить коллег, которые, несмотря на то, что есть нагрузка в самом парламенте, нужно организовывать работу парламента, участвуют в этих делегациях, представляют свое население. Мы провели федерального масштаба мероприятия.
Мы провели его по тем актуальным вопросам, которые имеют важность для республики, важность для каждого жителя, который здесь живет. Начиная от вопросов, которые находятся в ведении Совета по Арктике и Антарктике, заканчивая Комитетом Государственной Думы по охране здоровья. Вот эти вопросы, все они входят, мы добиваемся того, чтобы наши предложения легли в основу принимаемых на федеральном уровне решений. Это важно. Уверен, что если парламент не утратит того темпа, того ритма содержательности, который сегодня присутствует, мы сможем сказать после 6-го созыва, что не спали ни на пленарных заседаниях, ни на открытых парламенте, не спали, а работали. Спасибо, Петр Васильевич. Сейчас я вас перебью, извините. Сейчас мы посмотрим презентацию книги и сайта. И еще один момент. Вот Туяра мне подсказывает, я увлекся, да, наверное, долго. Мы модернизировали сайт. Конечно, и в социальных сетях подача была несколько другая, но тем не менее. Это тоже большой шаг в сторону открытости парламента. Здесь нет его преимуществ, не указано, возможно, Василий Сергеевич уже об этом скажет, да? Но мы сегодня добиваемся того, чтобы сайт стал эффективным инструментом работы, чтобы каждый мог достучаться не только до парламента в целом, но и до каждого своего депутата. Там есть такие соответствующие функции. Все это синхронизировано с нашими системами работы. То есть это не просто направил свое письмо, оно поступает в наши информационные системы и переходит уже в процесс. И Василий Сергеевич расскажет, как все это видно будет на ваших мобильных устройствах и когда вы заходите на сайт. Мы сделаем еще дальше шаг. Сделаем открытость до такой степени, что будет видно, как народные депутаты работают. Сегодня это уже мы добились того, что пленарные заседания идут у нас в прямом эфире. До 1000 человек одновременно, когда мы запустились, смотрели прямые, можно сказать, в прямом онлайн-режиме пленарные заседания. Это только мы запустили. Мы надеемся, что когда наш сайт заработает в полную силу, вы сможете увидеть больше. Это не только пленарные заседания, но и по заявкам постоянных комитетов другие формы работы. Вы увидите, как народные депутаты голосуют. И все это будет на нашем сайте. Да, просим, пожалуйста, включить нам презентацию новой версии сайта. Обновленный сайт Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия сделан на современной и безопасной технологической платформе Smart. Здесь реализован адаптивный дизайн для просмотра на самых разных устройствах, независимо от размера и формата экрана – смартфонах, планшетах, ноутбуках. Сайт обеспечивает открытость и доступ граждан и организаций к информации о деятельности парламента. Для этого на новом сайте предусмотрена возможность отправки обращений к депутатам через сервис «Интернет-приемная». Здесь же можно отследить ход обработки обращения. Указав адрес и избирательный округ, можно найти своего депутата. Также можно записаться на личный прием к депутату, не выходя из дома. Что касается корпоративных функций, внутренние информационные системы интегрированы с программным комплексом «Электронная повестка», системой электронного документооборота «Дело» и системой автоматизации законотворческой деятельности. Новый сайт iltumen.ru – это ускорение рабочих процессов, сокращение бумажного документооборота, цифровизация и качественная обратная связь. Кроме того, на сайте работает личный кабинет депутата, куда поступают все рабочие документы, обращения граждан и записи на прием. Удобный и понятный интерфейс позволит пользователям без труда найти любую интересующую их информацию. Вкладка «Новости» разделена на несколько подгрупп. Все новости, связанные с деятельностью председателя парламента, профильных комитетов и фракций.
За ходом законотворческого процесса от вынесения законопроекта до принятия закона граждане могут следить в разделе «База законов» и «Законопроектов». Кроме того, каждый может принять участие в обсуждении законопроектов на стадии нулевого чтения. Пленарные заседания Илтумен, как и прежде, будут транслироваться в прямом эфире на сайте и теперь вынесены в отдельный блок. Сюда войдут информационно-аналитический бюллетень по итогам пленарного заседания, принятые нормативно-правовые акты, протокол, стенограмма и фоторепортаж с возможностью открытия в один клик. Рубрики «Прямая речь», «Фотогалерея» и «Видео» также заработают в обновленном виде. Технологическая платформа Smart является собственной разработкой компании Smart Unit, резидента IT-парка Якутии. Информационная открытость парламента, эффективность законодательной власти. iltumen.ru – пульс парламента республики. Спасибо. Да, сейчас мы попросим Василия Сергеевича Миронова немножко, рассказать нам поподробнее о новом сайте и о возможностях. Еще раз добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья. Я хотел бы к тому, что Петр Васильевич сказал, дополнительно отметить, что действительно сайт у нас на новой платформе с адаптивным дизайном, и есть определенные сервисы, которые мы бы сейчас хотели. Он уже, в принципе, запущен, но он запущен в тестовом режиме, да, и адрес сейчас не тот, вот, который вы видели, iltumen.ru, да, а newweb.iltumen.ru, поэтому вот в январе-феврале мы перейдем уже полностью на вот действующий адрес. Сейчас они как бы параллельно действуют, да, наш действующий сайт старый и новый. И вот у нас есть сервисы, интернет-приемная, поиск депутата, общественное обсуждение законопроектов и запись на прием к депутату. Ну вот давайте попробуем сервис поиск депутата по адресу. Да? Здесь в основу положена адресная книга, по которой у нас данные, база взята из базы данных Центральной избирательной комиссии. Ну, тут можно, люди, граждане указывают либо район, либо в нашем случае это городской округ, город Якутск, населенный пункт выбирают, у нас тут Якутск, да, и адрес, давайте вот любой адрес, Ильминская, там 32, у меня сейчас там родственники живут, да, это у нас, по-моему, Сайсарский округ, да, и, соответственно, вот сразу показывает депутата по одномандатному округу по избирателям. В данном случае это Павел Валерьевич Ксенофонтов, и видите, вот сразу же есть вкладка, да, интернет-приемная, можно как бы найти депутата и сразу же тут воспользоваться данным сервисом. Вот он у нас, в принципе, уже работает. Давайте, вот есть кто-нибудь, кто готов Павлу Валерьевичу Да, действительно, давайте попробуем. Задать вопрос, Это возможность обращение. нашего сайта. Кто хочет, ребята? Можно вас, да? Ага, пройдите. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Савина Софья, я ученица 5-й школы. Представляю РРЦ «Юные якутяне», будущий дипломат, я и право. Вы участвовали, да, вот в школе, модели Илтумен, да? Да, я участвовала. Очень хорошо. Вот необходимо будет в браузере вашего телефона, да, вбить адрес сайта newweb.iltumen.ru и, соответственно, заполнить все поля обязательные, да, фамилия, имя, отчество, и ваш имейл, телефон. Вы укажете свой сотовый телефон, и туда придет СМС-оповещение, что ваше обращение принято в работу, и, соответственно, все движения данного обращения будут через СМС-информирование приходить на телефон. Вам придет на ваш телефон сообщение, и это же сообщение придет на телефон Павлу Валерьевичу о том, что к нему в личный кабинет поступило обращение. Всем добрый вечер. Меня зовут Свинобоева Анна. Я из финансово-экономического института университета Ниццы. Вопрос нужно в телефоне задавать или прямо здесь? Нет, надо в телефоне. Хорошо. Раз, да, наверное, можно непосредственно задать. Задайте вопрос сейчас. Софья задаст по средствам интернет-приемной, а ваш вопрос мы сейчас заслушаем и ответим на него.
Хорошо, у меня есть предложение по дизайну елки для следующего года. Через депутата, может быть. Сформулируйте вот Хорошо. более развернуто, скажите, что вы Хорошо. хотите. Хотелось бы предложить дизайн елки для следующего года. Елки, которая стоит на площади Орджоникидзе. Да, оформление. Предложение? Да, предложение просто поменять дизайн елки. То есть, вы знаете, Оформление елки поменять. оформление елки, да. Можно и так, почему бы и нет? Аня, да? Как Да. я понял, да? Аня, есть, конечно, разграничение между работой депутатов республики, которые здесь собрались, разграничение ведения, которые есть у депутатского корпуса города, да? Так же, как между Айсеном Сергеевичем и Сарданой Владимировной, тоже есть разграничение. Вот как раз ваш вопрос относится к городской власти. Но вы можете нам сказать, мы обязательно до них доведем. Вы можете сейчас сказать, и можно даже записать своему народному депутату. Вы где проживаете? Вот как раз-таки рядом с площадью Орджоникидзе. Я каждый день вижу эту... Вот нашу вы сейчас красивую. зайдите, да, вот так же, зайдите и найдете своего народного депутата, и мы узнаем, присутствует здесь ваш народный депутат или не присутствует. Хорошо. Еще у кого-нибудь есть вопросы, ребята? Сообщение, вот, Поступило, да? Павел Валерьевич, вам пришло, да, сообщение? Ага, Павел Валерьевич, пожалуйста. Давайте, может, мы и Прямо на сейчас. экране это выведем, посмотрим. Да, пришло, ага. Так, вопрос от Савиной Софьи Робертовны. Какие меры и планы будут предприняты на будущий год для улучшения качества дорог Сайсарского округа? Ага. Спасибо за вопрос. Значит, у нас по городу Якутску федеральная программа продолжается. Будет выделено примерно 1,5 миллиарда рублей, 500 от республики, 500 от города, ну и 500 от федерального бюджета. Улицы, которые определены уже в списке на сайте города Якутска есть. По именно Сайсарскому округу у нас будет ремонт Кеша Алексеева, Кольцевая на Гемиине, ну и парочку коротких улиц, которые необходимо будет заасфальтировать. Но проблема на самом деле глубже лежит. Мы с администрацией города Якутска стараемся сейчас выработать тактику по водоотведению улиц. То есть вы прекрасно знаете, что мы асфальтируем, дороги делаем, но, к сожалению, из-за того, что у нас нет системы водоотведения в целом городе Якутска, да, те дороги, которые мы отремонтировали, через какое-то время они, соответственно, там начинаем их ремонтировать там, и так далее, и так далее. Поэтому основной упор в 2020 году я как депутат буду настаивать на том, чтобы мы наконец-то сделали схему водоотведения города Якутска, ну, касательно Сайсарского округа, и начали реализовывать проекты дорог с учетом этой схемы. В данный момент у нас дороги проектируются отдельно, то есть отдельно дорога проектируется, и в системе водоотведения никакой нету. Вот. А когда мы примем схему и, соответственно, дороги сделаем согласно этой схеме, то у нас вода будет уходить, соответственно, мы меньше будем тратить на содержание этих дорог. Спасибо. Спасибо, Павел Валерьевич. Отличный сервис, очень быстро, оперативно работает. Единственное, я хотел бы добавить, да, Петр Васильевич Туяра, вот, что у нас данный сервис, все сообщения будут проходить для обеспечения надежного контроля и сроков, да, по работе с обращениями граждан будут проходить через общественную приемную парламента. И, соответственно, будут доходить и до депутатов, и, соответственно, чтобы процесс полностью контролировался до получения ответа заявителем. Спасибо. Спасибо, Василий Сергеевич. К нам поступили вопросы во время прямого эфира, как я говорила, да, в Инстаграме у нас на странице Илтумен. Вот, спрашивают, когда можно подойти в здание парламента и записаться на прием, как стать народным депутатом, есть ли свой музей у парламента и где находится этот музей, что там есть, какие вещи.
У нас 5 дней в неделю работает общественная приемная по адресу Ярославского, город Якутск, Ярославского, 24, корпус 1 на 1-м этаже. И подойдя туда, можно записаться и на прием, и можно вручить корреспонденцию свою для того, чтобы получить ответ, установленный законом. У нас есть федеральный закон, закон республики, который определяет, что в течение 30 дней мы должны ответить на все обращения, которые поступают. Они могут, как Василий Сергеевич сказал, сейчас в бумажном виде, они также могут поступать через сайт, и у вас также в рамках 30 дней мы обязаны будем вам ответить. Все информационные системы в парламенте сегодня синхронизированы и действуют, можно сказать, в одном ритме, на одной площадке. Это большая работа, мы ее провели, и сейчас надеемся, что дальше, если сможем сделать шаг следующий, то это приведет к большей открытости нашего парламента. Мы сможем даже во многом минимизировать наши расходы на текущую деятельность парламента. Я еще хотел бы сказать, как стать народным депутатом. Ну, народным депутатом, народного депутата избирают граждане республики, то есть Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на нашей территории, в соответствии с избирательными округами, которые устанавливаются парламентом республики и в рамках которых проводится выбор. Выборы у нас проводятся один раз в 5 лет. В прошлом году состоялись 9 сентября 2018 года, соответственно, через 3 с небольшим, то есть почти 4 года, да? Через 4 года состоятся новые выборы. И вот на этих выборах можно баллотироваться и стать народным депутатом. Что касается музея, я как раз хотел бы сейчас попросить включить презентацию нашей книги. Мы подготовили к 25-летию очень хорошую книгу. Один из авторов находится здесь, и можно и у него уточнить. Книга «25 лет Государственному собранию Ил-Тумен Республики Саха-Якутия» издана в национальной издательской компании «Бичик» общим тиражом 2000 экземпляров. Авторами-составителями данного издания являются ведущие научные сотрудники Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, кандидаты исторических наук Ванда Игнатьева и Егор Антонов. Издание охватывает историю становления и развития государственности и парламентаризма Якутии, всю хронологию деятельности Государственного собрания Ил-Тумен за четверть века, начавшего свою деятельность в январе 1994 года правопреемником Верховного Совета Республики, как высший представительный, законодательный и контрольный орган государственной власти Республики Саха-Якутия. Книга содержит сведения об избирательном процессе, о руководстве и депутатском корпусе, особенностях законодательства и отдельных законов, различных сторонах экономической, социальной, общественной жизни нашей республики по каждому созыву. Интересные факты содержат рубрики «Историческая справка», «Мнение избирателя», «Электоральная статистика», есть инфографика по различной тематике. Каждый раздел оснащен QR-кодом, который является ссылкой на электронный ресурс для более подробного ознакомления. Особо важное место и значение имеет раздел воспоминаний народных избранников разных лет, доказывающий сильные традиции народного представительства и региональную идентичность парламента. Книга «25 лет Государственному собранию Ил-Тумен Республики Саха-Якутия» – это итог большой системной работы парламента 5 прошлых и ныне действующего 6-го созыва по становлению правовой системы, развитию гражданского общества и парламентаризма. На 2-м этаже здания парламента, это по Ярославского 24/1, находится наш музей. Музей, он не только
музей Ил-Тумен, то есть парламента республики. В нем отражена история представительных учреждений, как они создавались, какую роль играли в жизни народа, какие вопросы находились в ведении представительных учреждений, и уже сама история парламента. Парламент, как вы понимаете, это высший представительный, законодательный и контрольный орган власти, и в таком виде он создался, можно сказать, тут есть несколько подходов, которые мы обсуждали. И в сентябре мы провели научно-практическую конференцию «Региональный парламентаризм», на площадке которых как раз обсуждали эти вопросы и приняты рекомендации. И в этих рекомендациях мы как раз и отразили то видение, которое на сегодняшний день существует, что есть история представительных учреждений, как в целом, и есть история парламента. Первые признаки парламента, они появились у Верховного Совета 12-го созыва. Соответственно, какие-то элементы парламентаризма мы усматриваем уже в Верховном Совете 12-го созыва. Но в том виде, в полноценном виде, каким является парламент со всеми элементами своего статуса, я приглашаю вас посетить наш музей, как мы создаем экскурсии, и эти экскурсии будут продолжаться. Спасибо, Петр Васильевич. Я хочу добавить, что в конце нашей встречи мы всем вручим книгу, которая была издана специально к 25-летию Государственного собрания Ил-Тумен. И будем надеяться, что действительно эта книга будет хорошим подспорьем не только в учебе, но и в дальнейшей работе. Так, сейчас я бы хотела все-таки, чтобы наша молодежь себя проявила и как-то поактивнее участвовала. Есть вопросы к Петру Васильевичу, к народным депутатам? Кто хочет задать вопрос? И вот, я как молодой человек, меня интересует спорт. В частности, ну давайте возьмем баскетбол. И играть я могу только летом на открытых площадках, а зимой мне негде заняться своим любимым делом. Будут ли создаваться какие-то крытые площадки для занятия спортом? В частности, вот волейбол, скейтборд, не знаю, ну, волейбол и так далее. Спасибо. Очень радует, что сегодня молодежь выбирает здоровый образ жизни. Мы это видим, мы чувствуем, когда находимся в сооружениях, которые, ну, физкультурных, да, спортивных сооружениях. И мы видим, что лица в основном молодые. И это создает нам уверенность, что республика в очень надежных руках. В надежных руках, поскольку только гармонично развитая личность и в физическом смысле, и в духовном, умственном может управлять и создавать прекрасно. Поэтому очень радует, что вы задаете такой вопрос, который для вас очень важен. И для нас он очень важен. Сегодня вот присутствует председатель постоянного комитета по спорту Михаил Дмитриевич Гуляев. Я до того, как Михаил Дмитриевич начнет свой ответ, скажу, что разные направления мы уже сейчас обсуждаем. На той неделе мы обсуждали клубный спорт. Вы знаете, что клубный спорт у нас не так развит. Хотя еще в 1998 году были поставлены задачи. Давайте развивать клубный спорт. И мы вот сейчас начинаем этот вопрос будировать и будем добиваться того, чтобы правительство республики сформулировало свою позицию по развитию клубного спорта. Что это правильное альтернативное движение той организации, которая сегодня существует в виде федерации, в виде Министерства спорта и так далее. Да? То есть мы могли бы их синхронизировать, вместе развивать. И рады, что и объекты будут строиться. Михаил Дмитриевич, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые молодые сегодня участники, члены молодежного парламента. Конечно, очень рад, что такие вопросы сегодня присутствуют. У нас в республике регулярно занимается физической культурой и спортом 39,8%.
но надеюсь, что 1 января будет еще новые данные. Каждым годом увеличивается регулярно занимающаяся физической культурой, спортом. Самый популярный вид спорта – это волейбол. Волейболом занимается 16%. Более 16 тысяч человек именно волейболом занимается. И соревнования проводятся очень часто. Баскетболом раньше занимались еще лучше. Но при этом в последнее время баскетболом занимается только в детских спортивных школах. В детских спортивных школах. В городе Якутске занимается школа номер 1, школа номер 5 и в спортивном комплексе «Стерк», это группа около авиапорта, там есть специально баскетбольный клуб работает. И студенты занимаются в университете, в учебно-лабораторном корпусе. Есть клубы, которые занимаются в нескольких школах, в том числе и в 17-й школе. Тоже баскетболом занимаются, тренируются. Поэтому, ну, если есть желание, конечно, надо найти команду молодых людей и зимнее время записаться на секцию. Если вы студент, тогда в университете. Вот мой совет. Спасибо, Михаил Дмитриевич. Мы сейчас по сценарию немножко отошли. Мы бы хотели все-таки услышать мнение нашей активной молодежи. И мы, не секрет, да, в последнее время являемся свидетелями того, что многие уезжают из родной республики, из страны. Кто-то переезжает по семейным обстоятельствам, кто-то учится и остается там, где он учился. И я бы хотела спросить наших участников, где бы вы хотели жить и работать? Какие у вас жизненные планы? Кто хочет поделиться своим видением будущего? Вот рядом, да, Дима. Дмитрий. Еще раз добрый вечер. Ну, в первую очередь, конечно, очень жаль то, что даже вот мои одноклассники, многие знакомые уже говорят о том, что они мечтают уехать не только из своей родной республики, города, да, а даже из своего государства. Для меня же первостепенной задачей остается получить хорошее, достойное высшее образование, остаться здесь, в своем любимом городе, и заниматься не только, может быть, законодательной ветвью, да, где-нибудь тут тоже в Госсобрании Илтумен или в исполнительной власти, но и также общественной работой. Потому что за эти десятилетия наш город так сильно развился, что мы не можем просто остановиться сейчас. Мы должны понимать то, что наша молодежь, вот мои сверстники, наше поколение, нам достанется уже прекрасный город. Но мы не должны останавливаться на том, что наш город такой уже сейчас. Мы должны делать его только лучше. Но если хорошие специалисты, хорошие кадры нашего города, нашей республики, нашей страны будут уезжать, кто сможет построить этот самый хороший город? Кто сможет довести его до того идеала, которым мы, граждане и горожане города Якутска, хотим видеть его сейчас? Спасибо, Дмитрий. Замечательные слова. Давайте сейчас узнаем у зала, кто бы хотел переехать в другой город, регион, страну. Есть такие? Поднимите руки. Так, троих вижу здесь. Хорошо, давайте послушаем мнение. Вот девушка, да. 3 человека подняли руки. Да. Почему вы хотите уехать? Куда планируете? Ну, я хочу уехать просто учиться, а не на всю жизнь. В общем, да, я хочу переехать в другой город и получать дальше образование, учиться и в будущем, скорее всего, больше стать фрилансером и просто путешествовать не просто даже по России, по стране в целом, по планете в целом.
Поэтому вот. И можно задать вот вопрос, да? Как вы тоже сказали, ну, тоже хотел задать вопрос изначально, то, что ведутся ли какие-то меры, чтобы удержать молодое население здесь, в Якутске, потому что вот та же самая статистика, у меня в классе 35 человек, осталось 4 человека, все остальные уже улетели, учатся в других городах, даже в других странах. И вот какие меры ведутся? Скорее всего, наверное, не меры, а какие конкурентные преимущества, да, в Якутии, может быть. Петр Васильевич, ответите? Да. Ну, я, конечно, могу сказать, да, что сначала поприветствовать ребят, которые, если и хотят выехать за пределы республики, то в рамках того, чтобы как личность еще больше стать, лучше развиться, да? Потому что не секрет, что не только здесь можно учиться, в Северо-Восточном федеральном университете или в других наших вузах, да? Есть много прекрасных вузов, которые предоставляют очень качественное и хорошее образование. Я приветствую людей, которые всегда открыты. И рад, что наша молодежь готова сделать такой ответственный шаг и сделать следующий ответственный шаг, получив эти знания, вернуться для того, чтобы развивать свою родину. Здесь я бы хотел связать это с понятием патриотизм, наверное. Вы знаете, что в следующий год глава республики объявил годом патриотизма. У нас есть прекрасные примеры, когда есть, можно сказать, люди, которые всегда для нас стоят, их жизнь, судьба является примером для нас. Вот возьмем Максима Кировича Амосова, да? Вроде мы все привыкли к тому, что да, Максим Кирович – это памятник, это человек выдающийся и так далее. Но никто не задается, как вот молодой человек смог освоить несколько языков. Да? Он уроженец Намского района, получил 4-классное образование в училище, да, духовную семинарию закончил. Но там не учили другие языки, да? Он знал английский, немецкий, он знал киргизский, казахский. То есть это все вопросы самообразования. Да? И будучи даже далеко от нашей республики, он всегда мысленно был здесь. И будучи там, он всегда помогал своей республике. То есть можно не находиться прямо в республике для того, чтобы быть патриотом. Это раз. Во-вторых, я помню, когда мы только были студентами, первый президент республики Михаил Ефимович Николаев, он сказал, что надо нашим молодым людям показать, что есть иные формы развития личности. Да? И сказал, что есть образовательные программы в других лучших вузах России, лучших вузах мира. Ребята поехали учиться, увидели мир и поняли, что он отличается от нашего. И мы сегодня можем видеть, что Республика Саха-Якутия за очень короткий период времени сделала очень резкий скачок. И это благодаря тому, что это расширило мировоззрение. Мировоззрение людей, которые поняли, что мир другой, и мир можно изменить. Я радуюсь тому, что ребята у нас, вот Александр хочет стать фрилансером. Да? Это расширяет кругозор. Я уверен, что Александр всегда будет мысленно со своей родиной, со своими ребятами, которые, вот он сказал, 4 остались, все уехали. Да? Но я знаю, что вы все равно сюда будете возвращаться. Вы будете любить город Якутск, республику. Вы будете любить людей, которые здесь проживают. И будете всегда помогать людям, которые здесь проживают. Своими идеями. Вот Аня сказала, да, я хочу, чтобы дизайн елки был другой. Это же иной взгляд на те вещи, которые нас окружают. Это тоже прекрасно, когда люди предлагают новое, другое, которое можно обсудить и попытаться сделать по-другому, получше.
И это основа для того, чтобы республика развивалась. Мы сказали, что есть точки роста, на которые республика будет опираться. И эти точки, для того, чтобы развить дальше эти точки роста, нам нужны очень компетентные молодые специалисты. Да, действительно, Петр Васильевич. Сегодня в Якутии, да? Вот сказали, что делается для того, чтобы здесь люди остались. Вот возьмите, Айсен Сергеевич поставил перед главой страны, перед Владимиром Владимировичем Путиным вопрос о 2% ипотеке. Да? Это, представляете, нет такого везде, да, вот, в России нет такого. Для того, чтобы сохранить здесь население, у нас реализуются программы для того, чтобы сохранить наших молодых специалистов здесь, найти им работу, создать им условия жизни. Не только в городе Якутске, на селе. Это прекрасная возможность сделать для своей родины, для своей республики что-то конкретное, понятное и на многие годы. У нас принято сегодня резко относиться к Соединенным Штатам Америки. Я вот помню историческую фразу 35-го президента Соединенных Штатов Америки Кеннеди, да? Он же, когда инаугурация была, он сказал: не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для нее. Вот как вы относитесь к этой фразе сегодня? Кроме того, что это сказал президент Соединенных Штатов Америки, а именно по содержанию. Как вы к этому относитесь? Допустим, я вижу какую-то проблему, допустим, с экологией. Я считаю, что нужно начать со своего дома, нужно начинать с родины нашей Якутии, а потом уже двигаться, допустим, по России, по миру. То есть нужно начинать со своего дома. Там, где родился, там и пригодился. Я немножко волнуюсь, потому что на меня камеры смотрят. Спасибо, Софья. Мы хотели провести опрос по поводу этого вопроса, каковы, на ваш взгляд, конкурентные преимущества в Якутии, но просто по времени мы, наверное, не успеем, да? Как вы считаете? Или вы хотите ответить на этот вопрос? Опять обратиться в онлайн-сервис Menti.com, потому что действительно нам очень важно ваше мнение. Сейчас я прошу вас пройти... вот еще, пожалуйста, подайте микрофон. Макаров Петр. Хотелось бы спросить, как вам видится будущее научных исследований по гуманитарным наукам и развитие самих научных конференций Якутии? Я, конечно, могу ответить Примерно на этот вопрос, но здесь присутствует председатель постоянного комитета по науке Феодосия Васильевна Габышева. Можно попросить Феодосию Васильевну, пожалуйста. У нас есть институты, это Институт гуманитарных исследований, есть у нас другие институты, которые непосредственно по гуманитарному направлению занимаются. Есть у нас Северо-Восточный федеральный университет, есть у нас Арктический государственный институт, ну и другие, Чурапчинский институт физкультуры и так далее, другие, которые тоже на уровне образовательных организаций занимаются научными исследованиями. Вы конкретно спрашиваете по гуманитарной теме, да? По гуманитарной теме. Ну, вы студент первого курса, и очень хорошо, что вы интересуетесь такими перспективными вопросами, как научные исследования. Искусство, культура, наверное. Очень хочется, чтобы с самого начала, с первого курса вы определили направление исследований, да, и далее вы в своей дипломной работе и так далее, наверное, углубитесь и в дальнейшем можете выйти на научные исследования. У вас есть кафедры, которые могут тоже вам посоветовать, какие темы взять конкретно для исследований. Мы открыты, потому что есть и ассоциация молодых ученых, да, которые тоже готовы помочь молодым юным исследователям. Есть у нас движение «Шаг в будущее», да, это со школьной скамьи, а с другой стороны студенты тоже в различные научные сообщества тоже объединяются и ведут исследования.
Здравствуйте, меня зовут Корнилова Наталья. Я из клуба «Фемида», с центра юные якутяне. У меня вопрос. К кому можно обратиться, чтобы построить площадку в лагере Кескиль, который находится на Сергеевском шоссе? Спасибо. Так, спасибо за вопрос. Я на контроль возьму. Это, естественно, как бы надо работать с администрацией города Якутска и с округом, с Исярским округом. Кескиль, да? Детская площадка. Республиканская, да, точно. Ага. Возьмем на контроль, будем работать над этим. Что могу сказать? Спасибо. Спасибо. Вот еще вопросы. Молодой человек, вот во втором ряду, да. Здравствуйте, меня зовут Харлампиев Сергей. Я член молодежного парламента. Я хотел задать вопрос касательно земского культурного работника. Он у нас, недавно как раз в нескольких регионах уже начинают разработку данного законопроекта. И будет ли у нас такая инициатива в республике? Потому что, насколько я знаю, у нас многие студенты после окончания музыкального колледжа, после окончания высшей школы музыки, они улетают из республики или уезжают и безвозвратно. А культура — это очень важный аспект нашей республики. Спасибо. Спасибо за вопрос. Феодосия Васильевна. Ой, земский работник культуры, пока такого проекта нет. Именно создается условие, чтобы у нас везде были обеспечены кадрами, в частности, это педагогическим работникам. Есть инициатива Государственного собрания Илтумен, у нас земский журналист, мы будем дальше продвигать, но по культуре пока такой инициативы нет. По учителям очень хорошая инициатива, без ограничения, возрастного ограничения. Есть у нас свой проект «Учитель Арктики», который тоже очень привлекательный. И в первую очередь, что создать условия, жилищные условия, да, по итогам работы в течение 5 лет, да, и далее могут оставаться, но они получат по 1 миллиону рублей за счет федерального бюджета и по 1 миллиону рублей за счет дальневосточного финансирования. Поэтому перспектива очень хорошая. Дальше проекты будут развиваться, чтобы обеспечить кадрами. Спасибо. Вот еще вопрос. Пожалуйста. В дополнение хотите? На самом деле я не увидел, не услышал ответа на данный вопрос. Я хотел узнать, будет ли вообще разработка такого законопроекта, а не какой-то развернутый ответ на земского учителя. Будет ли разработан законопроект? Но это не по закону, это программы, федеральная программа «Земский учитель». Да? А конкретно по работникам культуры отдельного пока проекта такого нет. Это не значит, что ничего не должно быть. Может быть, да, если будет инициатива и конкретно будет все это предусмотрено в государственных программах. Государственные программы принимаются ежегодно. В этом отношении, если инициатива будет по работникам культуры, тоже может быть. Но сегодня такой программы, работающей программы, пока нет. Но инициатива, допустим, по педагогам была. Эта инициатива многие годы, прорабатывалась. И сегодня мы имеем такой проект. А вы конкретно хотите по работникам культуры. Я так поняла, да? Что они говорят? Именно по работникам культуры. По работникам культуры пока нет, это не значит, что вообще не должно быть. Мы, допустим, депутаты инициировали, что должен быть такой проект или такая программа, как земский журналист. И не будем инициировать, и будем работать тогда, чтобы поддержать, чтобы и кадры для культуры имели какую-то поддержку, приоритет. Спасибо. Еще молодежный парламент будет, конечно, работать нам и помогать. Вот как раз Сергей, представитель молодежного парламента, так? Да. Я здесь Феодосию Васильевну немножко дополню. Вот надо знать механизм того, как появляются те или иные идеи, они становятся реальностью, и люди начинают пользоваться этими благами. Да? Для того, чтобы все молодой специалист получил вот эти, допустим, 1 миллион рублей для того, и поехал на работу, да,
то есть отработал и получил этот 1 миллион или 2 миллиона. Для этого существует очень много организационных этапов. Первый организационный этап, который вот как раз Феодосия Васильевна говорит, это оформление идеи, внесение, обсуждение его, внесение в повестку правительства республики, поскольку глава республики на основе тех предложений, которые формируются, он утверждает государственные программы. Вот если в государственной программе будет соответствующее направление, значит, он будет основанием для того, чтобы в бюджете республики заложили те или иные расходы. Так? Значит, таким образом мы его должны обсудить. Это может быть площадка парламента самого, либо это может быть площадка молодежного парламента. Вы обсуждаете его и вносите. Вот таким образом, например, редакторы средств массовой информации обсудили на своих площадках. И сегодня народным депутатам Марией Николаевной Христофоровой и группой поддержки в числе народных депутатов внесен проект закона о земском журналисте. Мы его будем направлять главе республики для того, чтобы он выразил свою позицию по этой инициативе. То есть, следовательно, мы должны сначала создать площадку обсуждения. Сергей, если вы возьмете на себя как заинтересованное лицо, вот если вы сможете в своем учебном заведении, либо в других учебных заведениях объедините, либо это профсоюзный комитет или какая-то другая площадка, партнер парламента, мы там сможем обсудить и принять выработать какие-то позиции. Вы должны понимать, что в любом случае все идеи, которые мы сегодня обсуждаем, они проходят очень долгий путь до того, как станут реальным проектом для того, чтобы принести пользу своему населению. Это сложившийся такой механизм принятия решений, он трудоемкий, но вполне возможный. Поэтому можете поставить так, не только так, а просто поставить проект закона о молодых специалистах в сельской местности, либо молодых специалистах в арктической зоне и так далее. Да? То есть, обсудив так, мы сможем сделать шаг вперед и обратиться к органам исполнительной власти, чтобы они выработали свою позицию. Да. Вот Феодосия Васильевна, в прошлом году Феодосия Васильевна, Елена Христофоровна, народные депутаты, председатели постоянных комитетов, они в прошлом году инициировали проект «Дети Арктики». Мы его подняли на федеральный уровень, обсуждение его, на Государственную Думу, Совет Федерации. Сегодня смогли выработать, несмотря на определенный скептицизм первоначальный со стороны правительства республики, мы смогли их убедить, что это надо сделать. Сегодня Министерство Арктики и коренных малочисленных народов Севера делает этот проект одним из приоритетов своей работы. То есть эта площадка, это возможность убеждать правительство. Значит, если вы это обсудите, мы сможем убедить их, что это надо. И сможем заложить соответствующие расходы и сделать проект. И это будет, тогда мы скажем, его поднял на открытом парламенте Сергей. И вы можете это записать в свой актив. Спасибо. Спасибо. Вопрос вот рядом с Сергеем, молодой человек. Да? Добрый день, меня зовут Спиров Владислав, я член актива молодежного парламента, и мой вопрос звучит так. Готовы ли все народные депутаты зародить идею эндаумент фонда и собственных капиталов для финансирования республики или города Якутска? Фонд действительно необходим. Но вот почему-то, да, вот мне, извините, коллеги, может, меня поддержат, да, депутаты сегодня смотрят как какого-то, я не знаю, да, спонсора, да, который должен делать. Мы сегодня, по-моему, собрались вам, и Петр Васильевич четко доложил о том, что сколько у нас законопроектов идет. Это раз. Да, я готов участвовать в этом во всем. Готов участвовать не только деньгами, но готов участвовать своим трудом. Вопросов никаких нет. Готов приложить свой ум, талант, я не знаю. И я думаю, что каждый из нас депутатов согласится это сделать. Но сегодня, к сожалению, данный вопрос рассматривается как «а сколько денег дадите?» Ведь я получаю зарплату одну, у меня внуки, дети и так далее. Да? Я не могу давать где-то свою в виде того, что вот
как бы спонсорскую помощь. Ну, это раз. А во-вторых, наверное, мне запрещено законом это делать, потому что я являюсь госслужащим, так как председатель комитета. Но я готов с вами встретиться, давайте мы с вами после этого обменяемся непосредственно адресами, я готов вас выслушать, и давайте мы поработаем над этим фондом. Я готов, я только за. Ну, здесь должно быть параллельно решить. Все депутаты занимаются не просто благотворительностью, нужно помогать. Вот я сегодня, 3 человека у меня были на приеме. Пришли молодые люди, у них папа находится в Корее, и нужно 2,5 миллиона рублей немедленно заплатить ему за окончание лечения. И каждый день насчитываются пени. Вот 2,5 миллиона рублей. Ну, ни один фонд, который бы из нас там, мы не потянем вместе. То есть я хочу сказать о том, чтобы высокие социальные гарантии были. Вот депутатов в этом задача прежде всего, чтобы у нас были, ну, вопросы бесплатной медицины, высокотехнологические операции. У нас сегодня младенцу новорожденному делают сложнейшие операции, а вот очень много нет средств. Поэтому вот здесь нужно, чтобы деньги, которые зарабатываются, чтобы в республике, в Российской Федерации максимально решали вопрос социальный. Вот это первая задача депутата. И здесь он не должен какие-то там политические амбиции, а это должна быть цель его работы. Только это. Если еще уточнить позицию, да, то фонд целевого капитала, он же сегодня у нас в том или ином виде есть. Целевой фонд будущих поколений. Это тоже целевой, фонд целевого капитала фактически. Но он, конечно, механизмы его другие, но как раз он предполагает то, что вкладываются средства, накапливаться, аккумулируются в одном месте, и используя их, мы наращиваем тот капитал и вкладывается в фонд целевой фонд будущих поколений, вкладывать те или иные проекты. У нас есть РИК. Это тоже, хотя это акционерное общество, но он имеет форму целевого капитала. То есть те или иные институты развития у нас созданы. Вот я бы, конечно, хотел поддержать, наоборот, вашу постановку вопроса в отношении наших образовательных учреждений. Северо-Восточный федеральный университет имеет фонд целевого капитала в Газпромбанке, да? Газпромбанк занимается этим вопросом. И Северо-Восточный федеральный университет смог достаточно серьезную сумму аккумулировать, и за счет этого происходит выделение целевых стипендий, материальная поддержка тех или иных студентов, участие в реализации тех или иных образовательных программ. Вот здесь, конечно, есть определенный момент, когда можно принять закон, о котором мы говорили, поддержке высших учебных заведений на территории Республики Саха-Якутия и прописать, что те или иные компании, занимающиеся недропользованием в рамках социальной ответственности ведения бизнеса, могут вносить свои средства в целевые фонды образовательных учреждений для того, чтобы формировать будущее, интеллектуальное будущее республики. Другое дело, что если они туда внесут, это может повлечь за собой изменение налогооблагаемой базы этих организаций. То есть мы должны тоже, опять же, эти вопросы рассмотреть в рамках подготовки законопроекта, который сейчас в определенном виде имеется в парламенте республики. Мы подумаем над этим, то именно в таком ключе. В части того, чтобы у республики был фонд целевого капитала, как есть фонд национального благосостояния у Российской Федерации, да? Это тоже фонд целевого капитала фактически. То я думаю, что такой возможности у Республики Саха-Якутия сегодня просто нет. Петр Васильевич, спасибо. Буквально один вопрос давайте примем. Вот девушка, передайте, девушка в последнем ряду. Здравствуйте, Павлова Италина, Молодежный парламент. Как вы все знаете, глава республики объявил 2020 год патриотизма. Какие мероприятия будут проведены Государственным собранием Илтумен? И как видите в нем участие Молодежного парламента и в целом молодежь нашей республики? Спасибо. Спасибо.
Петр Васильевич. Виктор Николаевич, я вот забыл отношения между партией и комсомолом, когда комсомол ответил, как это было? Как звучало это? Напомните, пожалуйста. А? Да? Ну вот, Виктор Николаевич, я прошу вас это озвучить. У нас позиция такая, да? Вот я встану, чтобы видно было, да, и Виктор Николаевич, потому что интерпретация очень... Можно? Хорошо. Да. Ну, патриотизм, вот сейчас это конкретные. У нас 75 лет победы в Великой Отечественной войне в следующем году. Это национальная идея. Давайте примем решение: в каждую школу копия Знамени Победы, в каждое учебное заведение копию Знамени Победы. Вот это будет действительно, ну, нас к чему-то звать. Ну, это вот такое, например. Потом Сад Победы. Нужно 27 миллионов деревьев посадить по всей стране. 27 миллионов жизней отдала страна. Ну, а то, что надо знать свою историю. Товарищи старшие парламентарии, мы вот вам хотим вот такой план представить. И, пожалуйста, давайте вы нас поддержите, мы это сделаем. Вот тогда будет другой разговор. У нас есть план, мы его утвердили. План как раз в рамках того призыва, который глава республики обозначил как Год Победы с 9 мая 2019 года по 9 мая 2020 года. У нас есть этот план работы. Он у нас утвержден распоряжением председателя парламента, моим распоряжением. И мы вам обязательно его отправим, если, к сожалению, вы его не получили. Мы призываем вас участвовать в этом плане. Более того, вы должны иметь такой же план, и этот план должен быть синхронизирован с нами, и мы вместе эту работу должны вести. Мы его начали давно. Мы здесь презентовали, не здесь, в историческом зале Национальной библиотеки, например, презентовали книгу, которую издали на свои собственные деньги. Называется «Воины-якутяне в Сталинградской битве». Петр Васильевич, я в прошлом году внесла предложение, я хочу, чтобы молодежный парламент тоже подключился. Есть у нас базовые законы, есть у нас уникальные законы, да, и хочется, чтобы молодежный парламент, вообще молодые люди проанализировали именно опыт, да, опыт создания и принятия вот этих законов, а с другой стороны базовых законов. Я имею в виду закон об образовании, закон о культуре, да, закон о науке. Ну, это вот я по своему направлению. По другим направлениям тоже. Пожалуйста, проанализируйте базовые законы, которые есть во всех субъектах. Есть в Российской Федерации, есть в субъектах Российской Федерации. Это базовые. Есть очень хорошие законы в странах СНГ, ну это, как сказать, да, раньше мы вместе, как в одной стране, в Советском Союзе были. Очень уникальные, хорошие законы. Я вот изучала, допустим, законы Республики Казахстан, Республики Белоруссии и так далее, да, но и законы других субъектов Российской Федерации. Очень хорошие есть идеи. Пожалуйста, изучайте и нам внесите предложения. Мы будем это использовать. Год патриотизма и так далее, многим надо помогать. Поэтому я вот две вот такие инициативы говорю, и я очень надеюсь, что мы с молодежным парламентом по двум этим вопросам можем вместе работать. Отлично, спасибо, Феодосия Васильевна. К сожалению, время нашей сегодняшней встречи уже подошло к концу, но я бы хотела все-таки обратиться к сайту Menti.com. У нас сейчас в фоновом режиме шло не голосование, а опрос, да, по поводу, каковы ваши взгляды на конкурентные преимущества в Якутии, и ребята отвечают, мы видим. В конце я хочу задать вопрос нашим участникам, коллегам, каким вы видите депутата будущего? Сейчас вот пройдите, да, еще раз по ссылке и, пожалуйста, ответьте, потому что мы хотим зафиксировать ваши ответы, узнать ваше мнение, очень интересно. Депутат будущего. Каким он должен быть? Кто это для вас? Также будет выходить облако ответов. Так, честный, справедливый, умный, открытый диалог, профессионал, ответственный, выходец из народа,
слушающий народ, молодой депутат, юрист, коммунист, ближе к народу. Для меня это Виталий Сергеевич, видимо. Так. Лидер, креативный, искренний, умный, открытый. Вот что имеют в виду под словом «правильный», очень интересно узнать. Да, так, умный, лидер, образованный. Интересно, кто написал «правильный», хотелось бы узнать. Да. Очень многие, видимо, написали, потому что прям в центр выходит. Если, да, вариантов много с этим словом. О, поменялось. Молодой. Теперь молодой нужен. Справедливый, честный. К сожалению, время наше закончилось. Я бы хотела буквально пару слов, Петр Васильевич, вам дать, чтобы вы подытожили. И мы хотели еще отметить самого активного участника. Уважаемые друзья, мы почти 2 часа здесь сидим. Здесь прохладно немножко, оказывается, но мы все мужественно выдержали эти 2 почти часа. Я очень рад, что молодежь к концу все-таки нашего мероприятия стала активнее. Я надеюсь, что эта активность, она уже не дальше будет все шириться и просыпаться. Я уверен, что молодежный парламент станет застрельщиком тех мероприятий, которые мы в 2020 году будем обсуждать и ждать. Я уверен, что молодежный парламент сможет привлечь на свою площадку к своей работе все больше молодых людей. За вами именно будущее. Мы хотим, чтобы вы участвовали в наших мероприятиях не просто как сторонние наблюдатели. Мы хотим, чтобы вы влияли на работу парламента. И убежден, что у вас есть что сказать нам, что довести до нас и настоять, убедить нас, изменить свою позицию по многим вопросам. За вами будущее, вы это не забывайте. И мы уверены, что, исходя из ваших вопросов, мы чувствуем, что у вас есть знания необходимые, у вас есть рвение сделать хорошие, общественно полезные вещи, реализовать свои проекты. Мне поручили выявить самых активных. Для меня, конечно, можно было бы, конечно, сказать, что молодежный парламент был активен, но это должна быть личность отдельная. Я думаю, что Софья здесь очень хорошо сразу откликнулась и сразу подняла вопросы и по экологии и так далее. И где родился, там пригодился. В любом случае с теми знаниями, которые можно получить в вузах мира и страны. И, конечно, я хотел бы Диму Кобякова, мы его заметили еще, когда проводили первую республиканскую интеллектуальную игру «Модель Илтумена». Так? Вы же участвовали? Да? Вот. Дима, пройдите сюда. Софья, да. Дмитрий. Вы согласитесь со мной, да, коллеги, что они самые были активные, и мы сможем вручить здесь наши подарки для того, чтобы вы смогли организовать свою жизнь. Здесь есть календари и еще органайзеры, которые будут способствовать вашему успеху. Сначала я Диме вручу, это тяжелое, и Софье. Спасибо. Давайте, коллеги, поздравим их, пожелаем им успехов. Вы школьники? Вы школьники? Школьники. Это активнее студентов. Студенты, где вы? Я желаю вам, чтобы вы смогли хорошо, отлично закончить школу и найти свой профессиональный путь. От этого зависит судьба каждого человека, не только отдельного, но всей вашей семьи. Я уверен, что вы его найдете с такой активностью, вы не потеряетесь. Уверен в этом. Поздравляю. Поздравляем. Молодцы, ребята. Я хочу добавить, что сейчас, к концу встречи, мы всем участникам раздадим книгу, которая была издана к 25-летию Государственного собрания, и материалы по научно-практической конференции. А сейчас я приглашаю всех для селфи с председателем Госсобрания Илтумен Петром Гоголевым. Мы уже завершаем.